Итак, друзья, сегодня я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне написали в комментариях в Инстаграме и в Фейсбуке. Итак, вопрос номер 1. Вы как-то говорили о варианте создания фонда инвестиций. Продвигается ли эта тема, как можно туда попасть? Да, эта тема продвигается. Сейчас эта тема находится на технической стадии. Я разговариваю и общаюсь с экспертами в этой сфере. Мы решили, что стартанем в первых числах сентября. Так что ждите и следите за моими постами, я обязательно об этом сообщу. И уже мы определили контур, что это будет не фонд инвестиций, это будет школа практического инвестирования. Это именно школа, где люди на практических примерах будут учиться правильно инвестировать. Поэтому следите за моими постами и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Второй вопрос. Расскажите про ваши принципы инвестирования. Могли бы вы привести примеры диверсифицированного портфеля? Здесь, на самом деле, в одном вопросе два, но я постараюсь ответить. Когда я инвестирую, я смотрю на несколько самых важных параметров. Это первый параметр – это тайминг, или время, или ситуация на рынке. Туда входит очень много вещей, которые я смотрю. Это ситуация на мировых фондовых рынках, ситуация в стране, куда я инвестирую, в данном случае в Казахстане. Смотрю на тренды, отрасль развивается или не развивается, определяю для себя какие-то приоритетные направления. Это все можно объединить одним словом – тайминг. Второй принцип – это я обязательно смотрю на команду, на основателей проекта. Мы сами обычно не инициируем проекты, мы не запускаем стартапы, мы инвестируем в существующие проекты. В существующих проектов я лично предпочитаю, чтобы было как минимум 2 учредителя или 2 основателя, чтобы один был визионер, это человек, который видит картинку будущего, а второй – это администратор, который управляет юридическими вопросами, финансовыми вопросами и так далее. Как правило, в компаниях, где 2 партнера, они более успешные. Поэтому мы смотрим на команду, первое. Мы смотрим обязательно, насколько команда любит свой бизнес. Потому что бизнесмен должен любить свой бизнес, а инвестор не должен любить бизнес. Инвестор зарабатывает на чьей-то любви к своему бизнесу. Поэтому мы смотрим, как команда относится к своему бизнесу. Это второй фактор. Третий фактор, на что мы обращаем внимание, это идея. Идея бизнеса, для чего, мы будем так говорить, если это новый бизнес, особенно в IT-сфере, мы смотрим на идею, а так у каждой компании мы смотрим на миссию, для чего она создана, какую потребность общественную она удовлетворяет. Поэтому идея для нас очень важна, или миссия компании очень важна. Вот эти 3 основных параметра, на которые мы смотрим. Дальше уже идут больше технические требования, поэтому, чтобы их раскрывать, потребуется очень много времени. Третий вопрос. Как управлять денежными потоками и при этом наращивать свой капитал? Ну, здесь идет небольшая путаница. Дело в том, что денежные потоки отдельно, прибыльность отдельно. Капитал наращивается только за счет получения прибыли. Ну, в принципе, 2 способами. Это либо когда инвестор вносит в уставный капитал или инвестирует в капитал. Но это обычно происходит только на начальном этапе. Дальше капитал наращивается только за счет прибыли. Капитал не наращивается за счет кэшфлоу или, так сказать, за счет денежных потоков. Капитал всегда наращивается только за счет прибыли. Прибыль образуется как разница между вашими доходами минус ваши расходы. Вот это прибыль. Поэтому, пожалуйста, не путайте потоки денежных средств и отчет о прибылях и убытках. Четвертый вопрос. Насколько важна личная компетенция в открываемом бизнесе? Какими навыками необходимо обладать успешному предпринимателю? Да, обладать необходимыми компетенциями – это номер 1 требование к любому бизнесмену. Вот я лично, когда оцениваю любой бизнес, я смотрю, первое, насколько бизнесмен любит свой бизнес, второе, насколько он обладает способностями или компетенциями. Здесь почему важно, первое, любовь к бизнесу? Дело в том, что если предприниматель любит свой бизнес, то он очень быстро может нарастить свои компетенции и знания. А если он не любит, то все остальное бесполезно. Поэтому сначала любовь к своему бизнесу, потом его способности и компетенции. Но они обязательно должны быть. 5-й вопрос. Опишите свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал. Ну, у меня их было очень много. Я много раз повторяюсь, я профессионал в этом. И в плане провалов, и совершения ошибок.
Я вообще специализируюсь на этом. Поэтому, если говорить про мое самое большое достижение, то это, наверное, продажа Кимобайла. Сама сделка, как я это провел. А если говорить про самый большой свой провал, я считаю, это то, что я занялся Альянсбанком и вообще занялся банковским бизнесом. Шестой вопрос. Как думаете, что именно сейчас нужно развивать в Казахстане? Производство или сельское хозяйство? Это вопрос, он такой противоречивый. Конечно, нужно развивать и производство, и сельское хозяйство. Они не взаимоисключающие, и они не противоречащие. Поэтому надо развивать и производство, и сельское хозяйство, и торговлю, и горнорудную отрасль. Вообще надо развивать все. И образование, и медицину, и так далее, и так далее. У нас в Казахстане нет такой отрасли, которую не надо было развивать. Пожалуй, нет. Одна отрасль есть, это коррупция, которую не надо дальше развивать. Седьмой вопрос. Можно ли заниматься крупным бизнесом и при этом не вовлекаться в политику, не использовать админ-рычаги? Как это было в вашем случае? И плюс к этому вопросу я хотел бы добавить вопрос. В Фейсбуке задал Виталий Воронов, известный адвокат-правозащитник, по поводу откатов, взяток и о том, что бизнесмен, дающий взятки, тоже является преступником. Я здесь абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Я исповедую бизнес без взяток, без откатов. И вообще мое отношение к бизнесу такое. Если бизнесмен дает откаты и взятки, то он инвалид. Это тот человек, который не может самостоятельно ходить. И он использует взятки, откаты, это его костыли. И мы должны всячески, как общество, хаять и унижать людей, которые делают бизнес за счет взяток, откатов, админресурсов или близости к административным или к близости к властям. Поэтому мой подход такой: никаких взяток, никаких откатов. Поверьте мне, если вы будете достигать успехов за счет этих вещей, вы никогда не добьетесь уважения. Самое страшное, вы никогда не добьетесь самоуважения. Может быть, другой и не будет видеть, как вы даете откаты, но вы-то всегда будете знать. И вы никогда не станете счастливы, и никогда не будете радоваться своим достижениям. Поэтому, если делаете бизнес, пускай он будет меньше, но без откатов и без взяток. Это в Казахстане вполне возможно. Я знаю очень много бизнесменов, которые делают бизнес без откатов и без взяток. Поэтому в этом вопросе у меня позиция принципиальная. Восьмой вопрос. Вы часто говорили в своих выступлениях о том, что вы очень много совершили ошибок. Могли бы поподробнее рассказать про ошибки, совершенные при создании команды, подборе персонала, мотивации и при поиске бизнес-партнера? Да, я совершал очень много ошибок, и самая первая проблема у меня всегда была в том, что я очень сильно доверял людям. Я очень много, вообще по своему характеру, доверяю людям. Просто со временем вот это доверие у меня начало сдерживаться противовесами. И если у меня раньше был первый принцип «доверяй и не проверяй», потому что я считал, что проверка унижает человека, как бы показывает, что ты на самом деле ему не доверяешь. Но благодаря этому принципу меня очень много людей покидало, и я остался ни с чем. Поэтому я видоизменил принцип «знай, кому доверять, а потом не проверяй». Этот период у меня тоже длился года 4-5. Меня опять кинули, опять я все потерял. И я понял, что я плохо разбираюсь в людях, поэтому доверяй и знай, кому доверять. Это не работает в моем случае. Поэтому я этот принцип тоже убрал, и он у меня эволюционировал. И сейчас я исповедую принцип такой: проверяй, 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 потом доверяй и не создавай условий, при которых он бы мог нарушить твое доверие. Вот этот принцип достаточно успешно работает уже около 7-8 лет, и я думаю, он будет продолжать работать. И этот принцип, он применим как к созданию команды, так и к партнеру. И вообще у меня в этом отношении очень есть большой мастер-класс, про него тоже расскажу. Но я заметил такую вещь, что, как правило, скромные люди, хорошие, честные, скромные люди, они сразу не раскрываются. Чтобы их раскрыть, они как алмазы, как золото, их надо помыть. То есть они раскрываются со временем, они с каждым днем становятся лучше и лучше. А люди, которые сходу вам понравились, которые там веселые, балагуры, сходу вам нравятся, как правило, от таких людей стоит ждать подвоха. И когда я встречаю таких людей, которые мне сразу нравятся, я себе ставлю галочку, которая гласит: надо быть осторожнее с этим человеком.
Это простая математика. Дело в том, что если человек вам сразу понравился, то, скорее всего, вы в нем разочаруетесь, потому что он уже дальше куда ему, если он вам уже показал лучшие свои качества. А если человек не раскрыл вам свои лучшие качества, то, скорее всего, с течением времени он вас будет только радовать, радовать и радовать. Для вас это будут такие приятные сюрпризы. 9-й вопрос. Как молодым людям повторить ваш успех, о котором вы рассказывали в интервью Федорову? Как параллельно запускать и вести бизнеса? Как привлекать компетентных людей в свой бизнес? Я молодым людям всегда не устаю повторять. Не изучайте чужой успех. Успех уникален, ошибки типичны. Вы никогда не сможете повторить мой успех, никогда не сможете повторить успех Билла Гейтса и так далее. Там куча нюансов, которые вам объяснить, рассказать даже невозможно. Это и везение, это и профессионализм, это и то, что оказался в нужное время, в нужном месте. Там 1000 факторов, поэтому чужой успех повторить невозможно. Он уникален. В то же время ошибки типичны. Так вот, типичные ошибки большинства бизнесменов в том, что они сразу хотят победить. В то время как первая цель, которую вы должны себе поставить, это выжить. Первые 3 года умирает около 90% бизнесов. И в основном умирает от внутренних врагов, а не от внешних. Какие внутренние враги? Это незнание бухгалтерского учета, это неправильно выстроенные отношения с партнерами, неправильная команда, неправильные процессы, неправильное ценообразование, неправильный целевой рынок и так далее. Поэтому первые 3 года убивают ваши внутренние враги. Поэтому первые 3 года ваша цель 3-5 лет должна быть выжить. Всегда помните, победители бывают только среди живых. Я еще ни разу не видел мертвого победителя. 10. Что нужно учитывать при ведении бизнеса? Важные аспекты, именно ориентированных для казахстанских начинающих предпринимателей. Почему многие правительственные программы для поддержки стартапов и молодых предпринимателей не работают? И что нужно изменить, чтобы они функционировали? В этом вопросе тоже прозвучало внутри много вопросов, но я постараюсь в целом ответить на этот вопрос. Дело в том, что учитывать нужно миллион факторов. Это бизнес. Это бизнес, где вы должны быть готовы ко всему, на 360 градусов. Вы знаете же, бизнес – это свобода, а свобода подразумевает ответственность. Полная свобода подразумевает полную ответственность, поэтому вы должны отвечать за все аспекты своего бизнеса. И должны быть готовы ко всем рискам, которые могут случиться. Поэтому, когда вы начинаете делать бизнес, первое, что нужно научиться, это брать на себя ответственность. Второе, это нужно просчитывать риски, а не прибыли. Проблема большинства бизнесменов в том, что они просчитывают только хорошую сторону, ништяки. Вот я заработаю столько-то, сделаю вот это, потом добьюсь вот этого, а хотят считать надо от обратного. Если я вот это сделаю, то что я потеряю? А если это сделаю, что потеряю? И, как я говорил на 9-й вопрос, ответ на 9-й вопрос, целью надо вначале ставить целью выжить. Теперь, если говорить про государственные программы, государственные программы неэффективны во всем мире и в Казахстане в частности. Вы же с этим сталкиваетесь, и это вопрос не только касательно бизнеса, это неэффективность государственного аппарата во всем, и в сфере образования, в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, везде государство неэффективный собственник и государство неэффективный менеджер. Поэтому, когда вы делаете бизнес, ни в коем случае не рассчитывайте на государство, рассчитывайте на себя. И при этом предпринимайте попытки получить, конечно, от государства какие-то льготы, предусмотренные законом. Но относитесь к ним просто как к призу, как к случайностям. Но не ставьте их в план, что я получу от государства субсидии или я получу от государства какой-то грант, кредит и так далее. Рассчитывайте полностью только на свои силы. В принципе, вот и все. Это ответ на первые 10 вопросов. Эти 10 вопросов мы в основном брали, конечно, с Инстаграма, потому что там было больше 160 вопросов за сутки, в Фейсбуке около 47 вопросов. Но в следующий раз попытаемся больше микшировать. Если вы хотите получать более развернутые ответы на ваши вопросы, то подписывайтесь на мой YouTube-канал, где я буду эти темы раскрывать гораздо шире. И, пожалуйста, задавайте новые вопросы в комментах под этим постом. До встречи!